Новые пластиковые окна, двери, следы недавно начавшегося ремонта помещений. Рабочие поработали здесь недельки-две и по непонятным причинам остановились. Здесь, в поселке Ивановка, в одном здании с местной больницей был роддом. Врачи этой клиники не знают, по какой причине он закрылся. Когда начали ремонт, все обрадовались, но потом поползли слухи, что, мол, здесь открывается частная клиника. Старое оборудование и койки вывезли в Канский городской роддом. Здесь все готово, все помещения готовы. Всего 30 койко-мест. Если бы роддом открылся, было бы хорошо. Нашим пациентам приходится ехать в Кант, а вокруг более 10 сел. Жители Ивановки и еще нескольких сел поначалу подумали, что, мол, здесь откроется инфекционное, и здание готовят для приема пациентов с COVID-19. В условиях нехватки мест в больницах Чуйской области, казалось бы, хорошая инициатива, но не тут-то было. Гражданские активисты просят и у президента, и правительства обратить на данную проблему внимание. Депутат Бахадыр Сулейманов как-то нам говорил, что это здание хотят передать в частные руки, а именно Исеу Муркулову. Он здесь хочет открыть частную акушерскую клинику. Я хочу обратиться к нашим чиновникам. Надо остановить этот беспредел. До каких пор старые крохоборы будут свои интересы продвигать? Местные активисты начали сбор подписей под обращением к Министерству здравоохранения и Кабинету министров с просьбой снова открыть в здании больницы родильный дом. Мы даже свои деньги вложим сюда на ремонт и покупку оборудования, лишь бы открылся государственный роддом. Но нам продолжают ставить палки в колеса. Впрочем, врачи местной больницы уже давно не могут решить и кадровый вопрос. За 5000 сомов заработной платы здесь никто не хочет работать. Недавно уволился молодой хирург, он уехал в Россию. Сейчас в России он работает 80 000. В Россию он уехал и там устроился на работу. Получает 50 000, а здесь 5000 сомов получал. Сотрудники Ивановской больницы, гражданские активисты, да и простые жители надеются, что правительство обратит внимание на их проблемы. Но собирать подписи под обращением к главе Кабмина не перестают. Бахыт Кульчуманов, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Чуйская область.